Покупатель вправе знать, какая из этих молочных продукций с содержанием растительного жира, а какая нет. Соответственно, должны висеть и вывески. Помимо всего, соблюдение товарного соседства по требованиям Санпина – обязательное условие ко всем предпринимателям. К примеру, кисломолочную продукцию нужно разделить и хранить отдельно от колбасных изделий. Хранение молочных продуктов, кисломолочных раздельно, колбасные раздельно, допустим, консервы раздельно. Для чего это делается? Во-первых, для сохранения качества продуктов, либо такой продукции, либо уже готовой продукции. Во-вторых, есть продукты, которые очень чувствительны к запахам. Например, чай, мука, масло. Их категорически запрещается хранить с остро пахнущими продуктами. Например, табак, рыба, консервы, дабы эти запахи не перемешивались. Точно так же готовая продукция должна храниться раздельно от сырой, так как готовая продукция – это уже готовый продукт для употребления, полуфабрикаты, допустим, а сырая продукция, естественно, это еще не обработанный продукт. Соответственно, поэтому это самые основные вопросы и требования по товарному соседству. Ну и, конечно, покупателям более удобно подходить к колбасной продукции, отдельно выбирать, отдельно кисломолочные и так далее. С этим все в порядке. Идем дальше. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют товар на наличие маркировки. Говоря иначе, на упаковке или обертке обязательно должна присутствовать информация об изготовителе продукта, его наименование, срок годности, состав и условия хранения. Никаких претензий к этому магазину проверяющих не возникло. Более того, администратор нас заверил, что выставленную продукцию персонал ежедневно проверяет на соответствие товарного вида. Во-первых, наши продавцы проинформированы, что необходимо ежедневно проверять сроки годности, проверять внешний вид товара, товарное соседство, и все это прекрасно соблюдается. И, естественно, я здесь для чего? Для того, чтобы это все контролировать. Если бывают какие-то вопросы, возникают, естественно, клиент всегда прав. И мы разрешаем мирным путем все замечательно. У нас никогда не бывает такого, что просрочка или что-то. Бывает, естественно, там срок годности еще есть, но сам товар, особенно консервы, приоткрытой, мы девочкам всегда говорим, проверяйте Нарушение каждый. целостности товара. Да, у нас вплоть до того, что влажная уборка идет, и даже все баночки, все протирается, полочки, все, и ручки обязательно. Проверяющие нагрянули еще в один крупный торговый центр. Тут также несколько холодильных оборудований, а вся продукция, как и положено, хранится раздельно. Персонал в медицинских масках и перчатках. Маркировка также имеется. В этом можно убедиться через мобильное приложение «Честный знак», использовав QR-код товара. Информация правильно показывает? Да. Срок годности? 4 месяца, 12 дней. Рейдовые мероприятия сотрудников Роспотребнадзора направлены на соблюдение товарного соседства и проверки маркировки именно кисломолочных и мясных изделий. Кроме того, комиссию заинтересовал и холодильный прилавок с готовыми блюдами. Продукцию ежедневно готовите? Свежую? А если остается что-то? Именно из готовой. Да, если, допустим, второй день мы списываем. А салаты в течение какого времени реализуете и меняете время? На следующий день. В обед приготовили, утром снимаем. С майонезом, которое масло, там определенные часы. Если с майонезом. Если с майонезом, снимаем утром. Если с маслом, то... В течение 2 часов. Что? 2 часа салат можно реализовывать. Да. С майонезом. Через каждые 2 часа вы их меняете обязательно. Нет, у нас не остается, я имею в виду. Не остается, да? Ревизоры отмечают, в последнее время предприниматели стали ответственнее относиться ко всем рекомендациям Роспотребнадзора. Если еще год назад они сплошь и рядом фиксировали нарушения, сейчас замечаний нет никаких. Уже тенденция есть, уже в последнее время мы наблюдаем те нарушения, которые нами выявлялись в ходе рейдового мероприятия. Сегодня уже люди стараются устранять, соответствовать нашим требованиям, выполнять эти требования. Как вы видите, сегодня мы смотрели и маркировку, и наличие информации, то есть это продукция растительного происхождения или произведенного из натурального молока. Условия хранения продукции, немаловажно наличие ценников. Все эти вопросы уже в положительном темпе, уже люди, предприниматели стараются все наши требования выполнять.
Рейдовые мероприятия планируют проводить ежедневно во всех торговых точках республики, и сотрудники Роспотребнадзора предупреждают об административной ответственности за несоблюдение товарного соседства или отсутствие маркировки товара. Сумма штрафа может доходить до 100 000 рублей. Адам Мережков, Хамзат Халухоев. Новости 24.